Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. His Excellency Sadir Japarov, President of the Kyrgyz Republic. Сегодня глава государства принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. Перед началом мероприятия Садыра Джапарова приветствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам. После главы делегации направились в зал для участия в форуме. Участие Кыргызстана подчеркивает стремление страны к сотрудничеству в сфере устойчивой инфраструктуры, зеленой энергетики и экологичного развития городов, а также внедрению лучших международных практик для создания комфортной городской среды. His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. После церемонии встречи было сделано совместное фото. Затем был продемонстрирован подготовленной программой ООН по населенным пунктам видеоролик, посвященный открытию ВУФ-13.
И представлена культурная программа. Excellencies, ladies and gentlemen, it's now a great pleasure to welcome the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Mr. Ilham Aliyev, for his opening statement. Excellencies, ladies and gentlemen, dear guests, first of all, I'd like to welcome Глава государства выступил на мероприятии. World Urban Forum. Затем были показаны видеообращения генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и председателя Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербак к участникам мероприятия. Заслушано выступление председателя Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам Нгакур Минга и исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Анна Клаудии Розбах.
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщается на официальной странице главы азербайджанского государства. В ходе телефонного разговора президенты Азербайджана и Франции рассмотрели вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также обсудили региональные и глобальные события. В свою очередь Макрон сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана он подтвердил поддержку Франции и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и важность дальнейшего продвижения этого процесса. Последний раз президент Франции созванивался с Ильхамом Алиевым 8 марта. Тогда Макрон поблагодарил главу Азербайджана за эвакуацию граждан Франции из Ирана через Азербайджан на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Добавим, что несколько лет назад отношения между Азербайджаном и Францией обострились. Азербайджан обвинял Францию в предвзятой проармянской позиции в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Кроме того, официальный Баку указывал на тесное военно-техническое сотрудничество Франции с Арменией. В частности, подписание контрактов на поставку французской бронетехники, артиллерии. Родственники и иные наследники граждан Казахстана, погибших при крушении самолета «Азал» вблизи города Актау в 2024 году, получат положенные страховые выплаты. Часть средств уже выплачена. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции. Из 6 погибших граждан Казахстана часть наследников и прямых родственников уже получили выплаты. Часть, к сожалению, сейчас в судах, потому что в некоторых семьях разбираются, кто именно должен получить компенсацию. Но те, кто должен выплачивать, страховые компании, как азербайджанские, так и российские, готовы оказать помощь. Решение будет в ближайшее время. Я думаю, что они получат все выплаты, все пассажиры вне зависимости от гражданства. Также Бозумбаев заявил, что правительство Казахстана поддерживает тесный контакт с азербайджанскими коллегами насчет выплат. Мы постоянно общаемся с азербайджанской стороной и контролируем этот вопрос. Все выплаты, которые предусмотрены для граждан Азербайджана, должны распространяться и на граждан других стран. Мы сделаем все возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Сейчас уже видно, что люди получают выплаты вне зависимости от гражданства. 15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему регулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсации в связи с крушением самолета «Азал» в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Самолет «Азал», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года около казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли. Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Сахибой Гафаровой приняла участие в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в Санкт-Петербурге. Помимо Азербайджана в мероприятии принимают участие парламентские делегации из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. С 1 января 2026 года председательство в СНГ перешло от Таджикистана к Туркменистану. Сегодня же глава Совфеда, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Валентина Матвиенко провела сессии и ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран Содружества. Также парламентарии выступили на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи. Стороны обсудили противодействие новым вызовам и угрозам и провели сессии по межпарламентскому сотрудничеству и по вопросам обороны и безопасности. Мероприятия весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ проходят с 20 по 22 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Последняя встреча председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Милли Меджлиса парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась 16 апреля 2026 года в Стамбуле. Переговоры прошли на полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза. Тогда Валентина Матвиенко на встрече с Сахибой Гафаровой вновь выразила соболезнования семьям погибших при крушении самолета «Азал». Матвиенко заявила о том, что у Москвы появились новые возможности для сотрудничества с Баку, отметив высокий уровень взаимодействия на международных площадках. Kimin ağrıyor canı, bol şahisin mercanı. Kimin ağrıyor canı, bol şahisin mercanı. Her bir derdin dermanı şay şay şay. Her bir derdin dermanı şay şay şay. Armudu istekanda çay, yüreğimiz yananda çay.
dadlısan, çay, çay, çay. Etini sen dadlısan, çay, çay, çay. Herkese gelse konak, lazım değil soruşma. Versin yemekten kabak, şay, şay, şay. Versin yemekten kabak, şay, şay, şay. Kışın kalır şağında, yayda gün kabağında. Gezirler sorağında, şay, şay, şay. Gezirler sorağında, şay, şay, şay. Armudu istekanda, çay. Yüreğimiz yananda, çay. Ağlısan, dadlısan, şay, şay, şay. Etirli sen dadlısan, şay, şay, şay. A günümü adını gəzirinləri, kimi yoxdur xəbəri. Bol şaysin məxməri, şay, şay, şay. Bol şaysin məxməri, şay, şay, şay. Armudu istəkanda, çay. Ürəyimiz yananda, çay. Adlısan, dadlısan, şay, şay, şay. Ətirli sən dadlısan, şay, şay, şay. Məxməri, şay, şay, şay. Pürrəngi, şay, şay, şay. Чай, чай, чай. Когда Британия перекрыла поставки чая в Россию, субконтинента в 1917 году русские были вынуждены начать выращивать свой собственный чай на грузинском побережье. Тогда, в 30-е годы, Зихни Дерин предложил создать узкую полосу на побережье с турецкой стороны границы. Производство чая в Турции главным образом началось в первые годы существования республики в восточной части Черноморского побережья. Многие из чайных плантаций сосредоточены вокруг города Риза и от грузино-турецкой границы до Трабзона, Аракли, Карадере. Чайные плантации местами уходят от побережья на 30 километров вглубь материка и поднимаются в горы на высоту около 1000 метров. В 1947 году была построена первая чайная фабрика в Ризе, а в 1965 производство чая уже практически полностью обеспечивало потребности внутреннего рынка. Для большинства чужестранцев, которые едут на восток вдоль побережья Черного моря, дорога оканчивается в Трабзоне с его замечательными мечетями и реставрированным монастырем Сумела. Для тех отважных, кто решается продолжить свое путешествие до Грузии, Трабзон – самое подходящее место, где можно сделать последний привал в одном из лучших отелей, расположенных здесь. Турки шли своим путем и открыли свой способ приготовления черного чая, который стал образом жизни и частью культуры страны. Где бы вы ни были в Турции, вам везде и всегда, до или после еды, предложат чай в знак дружбы. Съемочная группа «Мост дружбы» побывала недалеко от города Трабзон, на чайной фабрике «Ики Чай» 2 чая. После короткого экскурса генеральный директор этой фабрики Кемал Кахраман отметил: ...1986 yılından beri çay işiyle uğraşıyorum Trabzon'da. Sadece de çay işini yapıyoruz. Biz bulunduğumuz bu bölgeye geçen yıl fabrikayı taşıdık. Daha önceki yılda buradan 30 kilometre ileride Yomra ilçesi var. Yine Trabzon'un. Мы с 1986 года занимаемся производством чая. Наш регион производит 30% чая Турции, и качество очень высокое, чем в Ризе. Вкус ближе к индийскому чаю. Наши чайные плантации молодые, 6-7 лет тому назад создавали, поэтому урожай получается высокого качества. Каждый день обрабатываем около 100 тонн зеленого чая. От этого получаем в чистом виде 17 тонн готовой продукции. Процесс производства чая занимает обычно около 6 месяцев и длится с мая по октябрь. Благодаря подходящим климатическим условиям удается выращивать и производить замечательный чай без использования каких-либо химических удобрений или добавок. В год 3 раза собираем урожай – в мае, июле и в сентябре. Иногда 4-й раз тоже собираем чайные листы. Знаете, у людей есть свои чайные плантации, но нет фабрик.
Они урожай сдают или государству, или фабрикантам. В общей сложности сегодня в Турции изготавливается в год 230-250 тысяч тонн чая. Получается, каждый человек в год использует около 3 килограммов продукции. В год нашу фабрику посещает более 50 тысяч туристов. Завяливание – это процесс, при котором содержание воды с 70-80% уменьшается до 50-55%. Происходит в специальных камерах, в которых регулируется уровень температуры и влажности. Скручивание листа – это операция, при которой экстракт сухого чайного листа распределяется по поверхности проката листьев. Скручивание осуществляется в специальных машинах, роллерах, которые сжимают лист и, не раздавливая его внешне, разрушают структуру листа на клеточном уровне. Таким путем высвобождается аромат листа и дается старт процессу окисления его воздухом. Таким образом, с момента скручивания начинается процесс ферментации. Важной задачей скручивания также является придание ему необходимого внешнего вида, для чего завяленный чайный лист свертывается винтообразно в трубочку. Ферментация является кульминацией биохимических процессов, происходящих при завяливании и скручивании, и наиболее важным процессом при производстве черного чая. За время ферментации скрученный лист в результате окислительных процессов приобретает другой цвет, и изменяются вещества, придающие горечь чайному листу. Сушка. Цель сушки – прекращение процесса ферментации под действием высокой температуры, удаление из листа излишней влаги до 3-4% и окончательное формирование качества готового чая. Тепловая сушка ферментированного чайного листа позволяет получить черный чай с характерным внешним видом, вкусом, цветом и ароматом. Сортировка. Это процесс, при котором сухой чай после сушки в печи подвергается сортировке на ситах разных номеров по толщине и качеству. Турция входит в первую пятерку по производству чая в мире. А сами турки шутят, что страна может быть и пятая по производству, но по потреблению точно первая. Biz teşekkür ederiz. Ata diyarına selamlar, saygılar. Herkese mutlu, huzurlu yaşantılar diliyoruz memleketlerinde. Чаепитие, душевная беседа за чашкой чая, имеет давние традиции. Уже в летописях встречаются первые упоминания о традициях чайных посиделок. Чай мы пьем из небольших прозрачных стаканчиков, похожих по форме на любимый всей страной цветок тюльпан. Говорят, что такая зауженная кверху форма позволяет дольше сохранять напиток горячим. Стакан здесь сменяется за стаканом, чайник кипит круглые сутки, и ни один разговор не обойдется без чая. Таким образом, за день обычный турок может выпить около 30 стаканов горячего напитка, и это далеко не предел. Вы можете быть уверены, что чай вам предложат везде, куда бы вы ни пришли. Это маленький замок, который возвышается на более низком холме на западе города. История этого замка восходит ко времени правления императора Юстиниана, известного также благодаря собору Айя-София в Стамбуле, хотя, как большинство замков, его время от времени обновляли, особенно во время правления в Трабзоне византийского императора Алексия II 1297-1330 годы. Когда речь идет о малых народах Турции, что северо-восточная Турция является домом для нескольких этнических меньшинств, среди которых и лазы.
О лазах, которые, скорее всего, пришли сюда с Кавказа и основали здесь свое собственное королевство в III веке нашей эры, известно немногое. У лазов есть свой собственный язык, который ближе к грузинскому, чем к турецкому. Лазы известны своей любовью к разведению ловчих птиц, к игре на трехструнной скрипке, называемой кеменче, а также за их энтузиазм в строении бетонных жилых блоков. Прежде мужчины-лазы были известны своей свирепостью, благодаря которой их часто нанимали в качестве телохранителей. Сегодня приезжие в первую очередь, скорее всего, обратят внимание на восхитительные красно-коричневые шали в черную и белую полоску, которые носят лазские женщины. Eğer benden ayrılırsan sevdum, eğer benden ayrılırsan sevdum, yemin ettim çiçek açmayacağım, yemin ettim. Var ezdanım o ezdum, jora varce, var ey hoy, jora varce, var ey hoy. Yazıktır, günahtır, sevmiştim deme bari. Bıraktın gittin beni, davudun ellerin yari. Bıraktın gittin beni, davudun ellerin yari. Yazıktır, günahtır, sevmiştim deme bari. Bıraktın gittin beni, davudun ellerin yari. Bıraktın gittin beni, davudun ellerin yari. Sarı saçları sana da döneyim. Geç bizim kapılardan gözlerini güleyim. Gel geç bizim yayladan gözlerini güleyim.
çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Kənddən mənə pay gəlir. Ləzzətli bir yay gəlir. Samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Ay kənddən mənə pay gəlir. Korona kəsdi yolumu, bağladı el qolumu. Pulum təmiz qutarıb, çəkirəm it zulumu. Qışı çəkdi əziyyət, şükür bitdi həsrət. Hər gün dəniz qırağı, elliyə istirahə. Ləzzətli bir yay gəlir, samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Kənddən mənə pay gəlir, ləzzətli bir yay gəlir. Samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Ay kənddən mənə pay gəlir. Yanmışam öz oduma, ət düşmür yadıma. Qarpız çörək pendir, çatır mənim dadıma. Oturmuşam qumda, sazım qoltuğumda. Muşkula sadə oğlandı, nə işi var Bodrumda? Ləzzətli bir yay gəlir, samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Kənddən mənə pay gəlir, ləzzətli bir yay gəlir. Samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam. Ay kənddən mənə pay gəlir. Mangal tüstülənsin, külləmə də gəlsin. Verim özümü zaqara, canım istilənsin. Düşmanların ürəyin həmişə çatladacaq. Muşkulat bu yayda trendi partladacaq. Ləzzətli bir yay gəlir, samavarda çay gəlir. Mən indi hər şeydən uzaq durmuşam.